Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Мордовский блок новостей» или второе название «Эхо Мордовии». У нас девиз. Привет! Девиз у нас Петр Николаевич Тултаев по моей просьбе придумал 2 февраля. Пока мы будем безучастными, мало что изменится. А обыватель, где ваша война? Почему ты не сделал? Это моя песня, которая стала в детстве, которую никто не знает и уже знать не хочет. А наши гости, которые радостно вас приветствуют: Ирина Владимировна Абдрашитова, кандидат философских наук, преподаватель, поэт, драматург, художник; Сергей Владимирович Голованов, журналист, издатель, переводчик. Итак, первая новость заключается вот в чем. У нас радостное событие. Владимир Дмитриевич Волков сообщил в своем ежегодном послании, что у нас за 5 лет последней продолжительность жизни выросла на 3 года. Теперь почти 74 года у нас продолжительность жизни. А к 2024 еще на 3 года, а к 2030 еще вырастет. То есть у нас планы очень оптимистичные. Но есть и правда жизни. Вот, допустим, показатель смертности у нас в Мордовии, он выше среднероссийского. Среднероссийский 12,5, у нас 13,5. И вот Мордовия Стат, служба статистики, сообщила, что у нас старше 90 лет в Мордовии 4,5 тысячи, в основном женщины, а старше 100 лет 150 человек почти. Как вы считаете, вот пока общее ваше отношение к проблеме продолжительности жизни, стоит ли это брать во главу угла и стараться повысить? Как считаете? У нас мало живут мужчины, и меня удивило, что в Мордовии такая высокая продолжительность жизни. Обычно говорят так: существует 3 вида лжи. Это нечаянная ложь, наглая ложь и статистика. Вот. И поэтому здесь я считаю, что здесь что-то не так со статистикой. Почему? Потому что одной из загадок нашей страны является низкая продолжительность жизни мужчин. У нас очень много мужчин до 50 лет умирает от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот. И это все по причинам таким психологическим, что люди пережили тяжелое время, там 90-е годы неопределенность, то есть когда правила игры менялись каждый день. То есть вас готовили к одной экономике, потом сказали, что такой экономики больше нет, теперь нужно по-другому. То есть вас говорили, что герой мальчишки-бальчиш, но сказали, нет, герой мальчиш-плохиш. Вот хорошо, значит, за бочку варенья и корзину печенья. Вот, и поэтому, естественно, что это повлияло на самочувствие людей. И вот, например, вот у меня лет 20 тому назад была группа друзей, вот, приблизительно моего возраста, из них вот в живых остался я один. Там много не дожили там, до 40 лет и до 50. То есть, вот, по разным причинам, в основном сердечно-сосудистые заболевания. То есть вот, люди жили в состоянии глубокой тревоги там, за завтрашний день, тем более, что вот у нас же воспитывали, должна быть уверенность в завтрашнем дне. И потом, что все, знаете, капитализм это плохо, капитализм воздух продает за деньги, безработица, все. Потом, друзья, да здравствует капитализм. И вот люди, естественно, что жили в состоянии такой тревоги и беспокойства. И поэтому вот для меня удивительно, что все-таки продолжительность жизни у нас, оказывается, такая высокая. То есть гораздо выше, чем принято считать. Ну, а женщины спокойные, им экономика по барабану, поэтому они живут дольше. Так ведь? Ну, да. Или потому что... А теперь начнем нагонять ужаса. Какие у нас есть факторы в Мордовии, которые мешают продолжительности жизни и которые, поняв проблемность которых, мы сможем помочь главе республики с продолжительностью жизни улучшить дальше ситуацию. Вот у нас 19 апреля в Общественной палате прошли слушания по созданию лесопаркового зеленого пояса вокруг Саранска. И вообще выяснилось, что у нас по Всемирной организации здравоохранения нормативы по растительности в Саранске выполняются. И по городской у нас в 2 раза выше нормы, и по пригородной в 3 раза выше нормы. И предлагается вот что. Что, говорит, уже нужно существующие лесопарковые насаждения развивать. И в частности предлагается пригородные леса соединить аллеями с жилыми районами города Саранска, чтобы люди больше отдыхали на природе. И вот что произошло. 30 мая из какой-то пригородного леса прибежал в центр Саранска лосенок, покупался в водоеме около стадиона «Старт», вот мы, кстати, почти рядом, и убежал в сторону рабочей, и потом вернулся в свою среду обитания. Вроде бы его не нашли, значит, он остался жив.
Как вы Ну, оцениваете? мы очень рады за лосенка, что его здесь никто не тронул, что он сумел встроиться в природную среду города. А по поводу того вот этой идеи, чтобы аллеями прям в центр города проникнуть, и чтобы у нас был, в общем, лес вокруг. Да, но это грандиозно, но мне кажется, что нужно посоветоваться с архитекторами-урбанистами, потому что в Саранске, значит, У Махаева спрошу. практически мы не видим следов деятельности урбанистов. Как правило, по нашей русской привычке мы учимся на собственных ошибках. То есть вот практически не бывает случая, чтобы мы учились на ошибках других. Всегда нам обязательно нужно самим наступить на грабли, желательно несколько раз. То есть, например, в истории Европы там было, когда улицы превратились в автодороги. И это считалось прогрессом, и потом жителям города стало это невыносимо жить. И все пошло в обратную сторону. То есть вновь дороги стали сужать, развязки разбирать, подземные переходы засыпать. Потому что, как ни странно, возникло движение медленных городов, цель которых сделать, что идеальный город был в 19 веке. То есть их цель подвести центр города в то состояние, которое было в 19 веке, который именно и оказывается таким идеальным городом, который нужен горожанам сейчас. В городе люди должны ходить, общаться, как-то демонстрировать себя ненавязчиво. И для этого существуют разные улицы, площади, парки и так далее. Вот здесь проблема в том, что когда происходит планирование по принципу «ночью мне приснился сон, в котором я увидел в центре Саранска огромную площадь, фонтан и, значит, ангелов, летающих над фонтанами», это нужно обязательно воплощать в жизнь. То есть все-таки нужно вот посоветоваться с урбанистами, которые скажут, как вот развивается город. Это все, конечно, красиво, но вспоминается Гоголь и Манилов, который считал, что нужно над озером между поместьями построить мост, чтобы крестьяне там, то есть вот на этом мосту стояли и торговали, и, значит, они бы там с Чичиковым друг к другу по этому мосту ходили в гости. Мне кажется, что вот это продолжение вот этого проекта, значит, именно из Гоголя все взято. В общем, подытожим. Петр Николаевич Тултаев, вам урбанисты говорят, хватит сидеть дома, молчать, ждать, что к вам приедут на лифте, выступайте, предлагайте свои идеи, все-таки свои научные знания в области урбанистики, увлечения, не зарывайте, в общем, свой талант, а выступайте. Все-таки вы граждане города. Ирина Владимировна, а вы как? По поводу оцениваете? лосенка, Лосенка и аллей, в город сюда пригородных забежал, лесов. это не то, что здесь зелено, ему показалось, что здесь так же, как в лесу. Лоси же выходят на дорогу подышать углекислым газом, выхлопными трубами иногда, поэтому их очень часто сбивают, насколько я знаю. То есть здесь, видимо, ему показалось как раз вот комфортно, чтобы вдохнуть то, что нет в лесу, как раз, а не то, что здесь так же, как в лесу. А озелененность города нужно увеличивать? И аллеи стоит ли из пригородных лесов сюда? Мне как пробивать? обывателю, конечно, это нужно. Но как для развития города, может быть, действительно это не так перспективно, как кажется простому человеку. Еще один фактор, почему невысокая продолжительность жизни относительно того, какой хотелось бы, это то, что людей у нас, в частности в Мордовии, кусают животные и клещи. И вот статистика. 5 апреля Роспотребнадзор сообщил, за первый квартал этого года они не только кусают животных, они слюнявят людей. И в медучреждение обратились 311 человек в Мордовии. Из 311 76 обратились в полицию, что сколько это будет продолжаться, меня кусают. А в полиции административные дела не заводили, потому что с их точки зрения это легкий вред здоровью. Кроме того, по клещам. 30 мая Роспотребнадзор сообщил, за 5 месяцев клещи это инструмент. Клещи покусали как минимум 177 человек в Мордовии, 82 ребенка. 3 из укушенных взрослых заражены клещевым боррелиозом. Заболевание может привести к инвалидности у какого-то процента. Вот. А в прошлом году намного меньше было. Статистика, в частности, только один был, заболел этим заболеванием. Вот проблема, как вы считаете? Как решать будем? В прошлом году чемпионат мира был. Видимо, народ отогнал всех насекомых. То есть иностранные клещи? Поэтому меньше было покушенных. Меньше, потому что они не хотели кусать иностранцев.
Потому что ксенофобы клещи, да, или? Нет, просто Почему? было много шума, отогнал А, насекомых. Но обрабатывать нельзя, насколько я знаю, они наоборот. обрабатывают, Живут вот, хорошо в обрабатывают. таких условиях. И- То есть, наоборот, это размножение и более вредно становится. Но тем не менее обрабатывают. К 31 мая 91% уже обработали площадей противоклещевой обработкой. А животные кусают. Может, как-то будем это решать? Проблему все-таки это к смертельным случаям может приводить, если нас кусают в нашей земле. Ну, вот эта проблема, она относится как раз к вечным проблемам, потому что трудно бороться с клещами и не нарушить такой природный баланс, потому что клещами тоже кто-то питается, если их там отравят, они уже будут несъедобные. И вот, то есть просто нужно людям рассказывать, что вот клещи существуют, что если хотите сильно от них защититься, есть специальная одежда, если по лесам. Но я много ходил в походы по лесам и прочее. Ни разу вас? Нет, меня несколько раз кусали, и я знал, значит, как их там вытаскивать, всякий раз вытаскивать. Коротко, как их вытаскивать? Правильно. Ну, нужно вначале на них капнуть, желательно растительное масло, поэтому я с собой таскал флакончик масла. Вот. И через минуту он челюсти отцепит, и тогда можно вытаскивать. Ну и потом там чем-нибудь продезинфицировать. Вот, да, естественно, существует такая опасность заражения энцефалитами, как всегда, побаиваешься. Вот. И поэтому, когда вот я вытаскивал, я все время вспоминал такой веселый анекдот, это называется анекдот про военкома. Военком говорил, что в случае энцефалита 9 из 10 умирает, а 10 становится дураком. Мне повезло, я выжил. Вот я все время так вот вспоминал, так смеялся, и, значит, и все было хорошо. А лисы, собаки кусают сотни людей. Что Ну будем да, делать? да. То есть вот то же И самое. бешенство. Да, часть. бешенство. И это существует вот городские службы, которые что-то пытаются делать. Но тоже нужно знать, что, например, из леса может неожиданно выбежать лиса укусить, что вот собаки бывают бешеные, что там. Ну и молния может ударить, и вы от нее ничем не защититесь. Да. Наверное, как теоретически можно и против молнии бороться. Электрическое поле. Следующая проблема у нас. Есть и некачественное питание в республике. И на солнце бывают пятна. С 1 по 17 апреля анкетирование в детских садах проводилось. И родители больше 80 говорят, что их устраивает и организация питания в детских садах, и санитарное состояние, и качество питания. То есть родители не замечают, что их полностью, можно сказать, довольны. Но вот выяснилась статистика. В конце апреля Роспотребнадзор, замруководителя, сообщил, что в 3 детских садах выяснилось, что кормили некачественным сыром, маслом, сметаной и творогом. 29 апреля жительница Саранска купила пирожок с яблоками. Дома увидела, что там под целлофаном большой рыжий таракан приклеился. 30 апреля поминки были в поселке Комсомольском Чамзинского района. 26 человек попали в больницу с симптомами отравления. Кишечная палочка сальмонелла была в курице. Как вот эту проблему будем решать, чтобы минимизировать вообще такие случаи с питанием у нас в республике? Не, ну здесь вот эту проблему сразу не решить, почему? Потому что это относится к числу вечных вот проблем, которые у нас существуют где-то с момента, по крайней мере, последние 100 лет. Смысл в том, что народу обещали, что вот что будет много всякой халявы, и обычно, если это халява, то это всегда низкого качества. Поэтому вот у нас один из таких феноменов – это советская система общественного питания, которая нас защищает от иностранной агрессии. Потому что в случае, если, например, на нас нападут НАТО, то есть я буду первым, кто будет их отговаривать, повернуть назад в сторону. И я их смогу убедить тем, что приведу какого-нибудь натовского полковника в нашу столовую и скажу: вот видите, если вы нас завоюете, у вас будет то же самое. Вот, и они немедленно, значит, вернутся в освоясь. Вот и это как бы такой наш феномен. То есть, вот, что качество пищи это в школах, то есть вот вообще именно такое общественное питание типа столовой, это такой феномен, что там вот низкие зарплаты, контингент людей, работающих там, и
качества пищи, они создают такую вот русскую рулетку. Так, то есть, что как бы это дешево, но однажды, значит, попадешь в больницу. Естественный отбор. Да, да, да. Вот это как бы это такой сложнейший момент, потому что когда вот если сделать это как-то так на рыночные рельсы, да, то будет такой вот момент, когда еда будет дорого, еда будет дорогая. Да, и люди скажут, нет уж, пусть лучше будет это по-прежнему, вот, но дешево. Потому что у человека подсознательно существует страх голода. Покуда существует такая вот дешевая, но низкокачественная дешевая пища, вот это как бы подсознательно человек, что да, вот если даже мне завтра зарплату не выдадут, я там смогу там, на 30 рублей взять там щи без мяса и макароны с подливкой. Там, типа, или там куплю буханку хлеба за 30 рублей, и мне на день это хватит. Теперь не посмотрим. Ну, я за столовые, против фастфуда, если уж такую аналогию проводить, хотя, может быть, зря. Дешевая еда, она значит простая еда. Всегда будет процент, что где-то некачественная сметана или еще что-то. А рацион в садиках очень хороший, там всегда парят, никогда не жарят, всегда диетическое питание. Дешевое значит простое. А чтобы уменьшить? И также на заводах. Вот на электропримителе на нашем, на механическом, я иногда там обедаю. Очень вкусно, полезно. И чтобы минимизировать вот такие эксцессы, как должно наше общество измениться? Чтобы не было вот таких отравлений, тараканов не было в пирогах. Зарплата должна быть побольше, чтобы у поваров именно, чтобы там не было добавления чего-то не того, что не предполагается в меню. Но последние годы вот качество питания улучшается. То есть вот открываются какие-то новые частные какие-то кафе, вот такие забегаловки, где качество выше, чем вот таких архаичных столовых с советским прошлым. Конечно, я вот за 2 месяца вот еле-еле вот нашел несколько случаев, а ведь питаются 800 тысяч человек в республике, а всего лишь несколько эксцессов, причем без смертельных случаев. Но мы все равно должны были это обсудить, чтобы на будущее. Следующая новость мне нравится. Это 12 апреля Россельхознадзор Мордовии отчитался. 9 апреля вот войска Россельхознадзора зашли в центральный рынок Саранска, изъяли около 7 килограмм санкционных сыров из вражеских стран Германия, Голландия, Финляндия и сожгли их в печи крематория или крематория на Александровском шоссе и сняли все на видеокамеру. Как вы относитесь вот к такой вот победной деятельности? Ну, это у нас сейчас как бы по всей стране идет, вот, значит, но это все это напоминает вот известную пословицу «заставь дурака Богу молиться, он весь слой расшибет». То есть давно пора уже понять, что мы живем в эпоху, когда цирк уехал, а клоуны остались. То есть, что не надо уже так сильно придуряться перед вышестоящими властями. То есть, вот можно жить гораздо спокойнее, без вот этой вот излишней вот придури. То есть, вот просто как бы успокоиться. То есть, власти меняются, на смену вот этим придут другие. Значит, там вы уже будете выглядеть по-другому. То есть, это просто как бы условиях страны, где еще 50 лет назад там голодали, где еще мои родители голодали, то есть вот, когда просто вот уничтожается продукт, это, конечно, игра с огнем, когда еда кончится. У нас все изменения происходят, когда еда кончается. Ну, сыр, так же как хлеб, кощунство, любую еду уничтожает. Но зато вот у сотрудников Россельхознадзора отчетность улучшилась. Политика как Понятно, да. То есть мы их понимаем и не осуждаем. Мы им все прощаем. Ну, я осуждаю, тем не менее. Ну, карьерный рост, как бы я рад за их семьи, но, наверное, правильно было бы более разумно саботировать выполнение этого федерального закона, но это моя точка зрения. Следующая новость посвящена качеству воды. 27 мая в социальных сетях появилось видео с тоннами погибшей рыбы одного вида, плотва. Около комбината Тепличной есть пруд. И накануне вот этого дня химикатами обрабатывала эта организация свои поля.
И на следующий день на берег пруда тонны рыбы выбросились. Там, конечно, взяли пробы, будет доследственная проверка. Следующая новость. 24 мая Рузаевский районный суд оштрафовал главу городского водопроводного предприятия за то, что обнаружил нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Содержание железа и микробиологических показателей нарушено. Не каркайте, мы про воду. 28 мая активисты Мордовского регионального отделения «Открытая Россия» передали под 500 подписей с жалобами на ржавую воду, текущую из крана, но администрация без политики излишней откликнулась, проверила и даже объявила проект «Чистая вода». Вот как вы считаете, как вы оцениваете качество воды у нас в республике, в Саранске? Ну, по поводу Тепличного, скорее всего, такие случаи были, просто в средства массовой информации попал именно этот случай. Я думаю, он всегда был. Вот этот сброс. Я тоже так считаю. Да, ну и подумать сейчас инфраструктуру советскую устаревает. Дело в том, что вот сама концепция города, которая вот в советское время стала создаваться, она до этого то есть это новация. То есть новация, что по железным трубам подавать воду непосредственно в комнаты, потому что это никто не знал, как это долго система будет существовать. Раньше только царям подводили воду. Потому что в 19 Риме вот веке. водопровод это каменные эти самые были трубы, или там свинцовые, там даже вредные для здоровья, но они об этом не знали. И вода подводилась не в само здание, то есть не в комнату, а вот люди там набирали. Потом она это... А сейчас вот это, естественно, что вот эта инфраструктура колоссальная, что отопление, центральные водопроводы, то есть это было сделано очень много, и можно было бы сказать, что железо ржавеет, вот стальные трубы ржавеют, какое-то время они совсем заржавеют, и тогда придется их менять, и денег понадобится столько же или же даже больше. И сейчас вот такой момент подошел, когда вот инфраструктура устарела, что здесь как бы администрация города не может там сказать crack specs facts, и там, значит, она прикрыть. Потому что это колоссальная проблема, то есть все стареет, что вот сама концепция города, она была основана на том, что вот в таких городах будет создана материальная база коммунизма, и после этого каждому дадут по дворцу. Вот, то есть мы расселимся из Саранска в свои собственные дворцы, по Мордовии, там у каждого будет свой сад, в центре будет дворец, и вот мы там будем как-то жить, там какие-то чудесные источники энергии, которые непосредственно от солнца и так далее. Но для этого вот надо сейчас всем собраться в Саранск, забиться в бетонные квартиры, значит, и вот претерпеть 20-30 лет, пока это мы не создадим. Но, естественно, никто не мог в будущее это предвидеть. И сейчас получилось так, что вот люди собрались в Саранск, то есть вот Мордовия практически вот пустеет все, вот, а люди продолжают собираться в Саранск, и, значит, вот жду, что здесь каким-то образом появится работа, потому что наши чиновники, при всем любви к ним, к их вот такой непосредственной простоте, да, они не могут создать современных рабочих мест, потому что современные рабочие места создают предприниматели. То есть чиновники, они вот не могут это сделать, они могут там хорошо улыбнуться, могут сказать давай, но вот они не могут там ничего сделать. Вот. Потому что сейчас вот проблема города, вот чаще всего, когда вот встречаешься с людьми, вот, например, приезжают, они спрашивают, как у вас с работы, или там встречаешься с молодыми людьми, они все говорят про работу. Да, хороший город, но нет работы, хороший город, нет работы. Что работу создают предприниматели, то есть предприниматели это как вот птицы, которые летают, то есть они вот как бы пролетают над городом, они должны куда-то сесть, то есть должно быть гнездо, куда они сядут. Они сами должны увидеть, что им здесь удобно, и тогда они сами будут создавать, вот они, потому что они лучше всего знают, что здесь будет работать и так далее. Да. А у нас обычно принято к предпринимателям так относиться с неприязнью. Да. Они как раз и есть источник всеобщего богатства. Да нет, естественно, что я разговариваю с предпринимателями, спрашиваю, что в Саранском ходе, говорят, что здесь вот высокая аренда, что при такой высокой аренде здесь сложно работать, и как бы вот как они говорят, что здесь одной из таких тайн города является, кому на самом деле принадлежит вот эта вот сдаваемая в аренду недвижимость, кто на самом деле является ее конечным бенефициаром, то есть что это как бы такая тайна за семью печатями, и вот из-за этого высокие цены, потому что цены должны быть ниже для того, чтобы люди, например, придумали какие-то бизнесы. Например,
В городе Париже мы там можем видеть даже, например, кафе на один стол. Тут кафе на один стол сидишь. То есть кто ее держит? Ее держит семья, которая там утром завтракает, идет на работу. А потом этот стол в течение дня, вот глава, мама, вот это вот, она готовит еду, и его, значит, на этом стуле она кормит вот посетителей. То есть склад своей клиентуры, то же самое главное, все начинается с еды. То есть, здесь вот, например, я сегодня был на открытии выставки, все было прекрасно, то есть талантливые люди, все замечательно, видишь, как много хороших людей. И вот выставка закончилась нормально, в Европе люди бы там встретили знакомых и пошли бы куда-нибудь в кафе. Вот мы выходим, и пустыня, тут центр города, пустыня. То есть некуда, вот здесь вот поблизости некуда сходить. Вот. Разве что зайти в подъезд, бухать. Вот. А кафе нет, потому что они вот здесь не прижились. Потому что вот как-то так им здесь неуютно. И вот, то есть вот в центре города, куда людям проще всего собраться, проще всего пройти, здесь вот кафе не переживается, их слишком мало. То есть вот как бы вот. То, что люди вообще собрали подписи, гражданская инициатива хорошая. Да, я их тоже очень поддерживаю, молодцы. По поводу воды, по поводу всего. Нужно практику взять на вооружение, и когда есть какой-то резонанс общественный, который при этом материально выражен в чем-то, каких-то Да. носителях. Только если вот таких людей будет больше, которых не боятся, как сказать, подать свой голос, что мы считаем, что вода должна быть более качественной, без этого и не будет улучшаться система водоснабжения. Если еще по поводу этого бояться. Да. Расскажу. Сегодня прочитал, значит, там одна монография о церкви, и там вот какая информация. У нас есть Иоанна Богословская церковь. Самое старое здание Мордовии на улице Демократической. Недалеко от собора церковь. Так вот, 1938 год. Горсовет Саранска пишет, что предлагается снести это здание, потому что оно уже устарело и оно уже разрушается. И вот у нас есть технический акт составлен, что вот скоро разрушится здание, и это опасно для людей. И верующие, 490 человек, написали петицию, отправили в Москву, что говорит, здание в нормальном состоянии, в нем можно. И типа обратились в Москву, защитите нас от регионального. 1938 год, вокруг десятки тысяч расстреливают. Все знают, что репрессии, что тебя ночью придут, никто тебя не защитит. И 490 человек написали, чтобы сохранить здание культуры. И это действительно до сих пор осталось самое последнее здание. Что хотел сказать, другое сказать. Ну, к тому, что сейчас мы, жители 21 века, а сейчас не наберешь столько людей, чтобы... А, вот, что хотел сказать. Ну да, то, что мы сейчас более трусливые, более безответственно относимся, чем даже вот те жители, мне кажется, это факт. Потому что, видимо, тогда еще вот эта дореволюционная система и образования, и уважения, и вот этот Серебряный век, видимо, создал более уважающих людей, чем вот эта советская система образования, которая родила рабов, безответственно относящихся к своей стране, ко всему, что за пределом твоей семьи, даже ненависть к соседям, жильцам по соседнему дому, коллегам по работе. Я, моя точка зрения, могу ошибаться. Но я очень хочу сказать, что опять вылетела мысль. А вот, советская, вот есть такое, я считаю, заблуждение, что Советский Союз поддерживал систему, развивал систему образования. Его поддержка заключалась в том, чтобы расстреливать подавляющее число наиболее умных людей в стране. Поддержка науки – это расстреливать наиболее лучших ученых в стране. А поддержка культуры советской – это сносить все исторические культурные памятники в стране. Знаю, в Москве кремлевские вот эти разные там уровни вот, кремлевских стен, они же были сносились при советской властью. В том числе у нас. Хотели самый исторический памятник города снести горсовет. И жильцы защитили. Продолжаем. Да? Вот у нас фонари сгорелись. Есть такая проблема. У нас в Саранске, оказывается, падают строительные краны. 29 апреля огромный автомобильный кран на улице Севастопольской на стройплощадке рухнул. 2 года назад, оказывается, здесь же башенный кран рухнул. К чему это может привести? Что тут они упали на стройплощадку, когда-то они упадут на соседний многоэтажный дом, убьют там десятки семей, здание разрушится, упадет, и нужно, пока это не поздно, вот есть 2 прецедента, надо как-то это решить, значит, это уже какая-то
тенденция, значит, те контролирующие органы, которые за это отвечают, значит, строители их не боятся, раз у них так стабильно падают строительные краны. Как вы считаете, как будем решать? Ну, самое известное падение крана в Саранске произошло в 1960 году. И там крановщица Татьяна Бибин, увидев, что кран сдуло, и она вот там типа залезла, и кран упал вместе с ней, она погибла. И вот там в честь нее там стихи были сложны, улица была нас, да. Поэтому как бы возможно, падение кранов, оно было как бы с целью там повторения подвига Татьяны Бибиной было сделано. Но это шутка. Но это надо новые улицы сделать, чтобы их именем. Да, вероятно, не нашлось желающих повторить подвиг, и краны упали одни. Но это вот, просто связано с тем, что у нас вот, ну, я не думаю, что владельцы строительных кранов, они сами хотели их уронить там красиво, чтобы как бы, смотреть. Это, скорее всего, что объяснение очень простое, что... Они должны бояться вот таких ЧП. Боятся, что такой должен быть штраф. Да, они не боятся. Да, что здесь используется все очень дешево. Здесь вот и в отделке зданий по самому дешевому сценарию все делается. Вот, то есть здесь вот как бы, вероятно, проводят какое-то соревнование по формату WorldSkills, то есть кто на самого дешевого снабженца. То есть вот если бы там дверные ручки делались бы из бумаги, их бы наверняка покупали бы только в Саранске. То есть, потому что мы стремимся максимально сэкономить. Соответственно, что тоже кран падает, потому что это вот используется максимально дешевое, и вот, значит, вряд ли там есть какие-то инженеры по технике безопасности, которые вообще понимают, поэтому вот это как бы следовало ожидать, что здесь вот такое падение кранов происходит. Мы всей информации все равно не знаем. Там был какой-то крановщик, да, который, если это все посмотрит, то в любом случае будет испытывать какое-то чувство вины. Если мы скажем, что все дешевое, он с себя снимает эту вину, получается. Не знаю, разгильдяйство какое-то. Его назначил человек, который должен был предусмотреть его вот такое отношение к своему крану. Или, может быть, там сама техника была действительно приобретена некачественно. В общем, причина та же, которой у нас плохие дороги в России. Или, может быть, еще быстрее их хотят построить, там уже все спать хотят, еще что-то, рабочий график, не тот, который должен быть. Да, в общем, да. Следующая новость. 1 апреля и 29 мая Петр Николаевич Тултаев 2 раза подтвердил свою вот инициативу, что нужно продолжать активно сносить металлические гаражи и сараи, у которых нет документов. Значит, тут такая проблема. Некоторые считают, почему, если у меня есть гараж, он у меня стоял, пусть не очень легальных состояний, по какой-то ситуации я его поставил, все, не трогайте мой гараж. А другие считают, почему ты, во-первых, он некрасивый, твой гараж, во-вторых, почему ты на общественном пространстве ставишь свой гараж. Тут, я думаю, нельзя так однозначно, надо как-то не обижать никого. Нет, компенсация денежная должна быть. Насколько я знаю, на улице Московской снесли гаражи, там целый ряд был, чтобы построить общежитие. Как бывает, такую компенсацию мизерную делают, что человек не соглашается. 100 тысяч. Все за были гараж, счастливы. Да? Нет, ну это да, это большое продвижение, потому что, как я считаю, что наш народ, он все простит власти, там, значит. Единственное, что он не простит, когда власть пытается забрать у него что-то такое кровное, типа гаража и так далее, или сарая. Вот у нас как раз наиболее объекты недвижимости, которые дороги сердцу каждого русского человека, это сейчас сарай и гараж, потому что здесь вот как раз в сарае там бережно хранятся ненужные вещи, которые должны быть переданы следующему поколению, которых уже самостоятельно выбросят на свалку. Это поколение, которому они не нужны, оно должно их бережно хранить. И поэтому, как правило, вот эти объекты, они, как правило, очень дороги сердцу, их вообще снести очень трудно. И поэтому, если вот удалось договориться о сносе гаражей, это вообще подвиг, это подвиг. И, значит, это хорошо, потому что на самом деле, что гаражи создались в тот момент, когда технологически машины были дороги. Потом тогда еще не было такой краски, которая бы не выцветала. И поэтому, вот, значит, гараж обязательно приобретался для машин, а потом, как бы, так как у нас большая часть населения это потомки крестьян, вот, у них, как бы, такое вот подсознательное тяготение к такой вот какой-то собственности, то есть, вот, к автомобилям, то есть, это телега, лошадь, то есть, а без машин это без лошадки. И, соответственно, что в качестве аксессуара это гараж. И поэтому вот эти гаражи, это, вот, как правило, это такие своеобразные
замки, микрозамки вот таких вот мужчин, у которых там в гаражах полный аксессуар всего, там мангалы, то есть они там проводят вечер там и так далее. Вот. Ну просто я расскажу такой смешной случай. Вот я когда жил в Омске, и, так сказать, у меня там был сосед Сергей, значит, царство небесное, и у него там был гараж, значит, ну и вот. И как бы вот однажды я вот к нему прихожу, и вот оказалось, что у него гараж, это там целый дом и так далее. И, значит, вот, ну ему там лет 40 тогда было, и вот, значит, там с ним тоже какой-то мужик, значит, там и какие-то две девушки. Я подумал, что это его дочь. Вот, и он так очень меня принял за своего, так очень похлопался, говорит, видишь, у меня сегодня день рождения, вот тут брат пришел, бутылку купили, телок сняли. Я чуть не упал в обморок от такой откровенности. И для меня было неожиданно узнать, что это, кажется, мир гаражей — это такой целый мир, что там вот они все это тщательно обустраивают, что у него там есть жена, квартира, а есть вот еще гараж, это как бы его такой замок и так далее. Вот это вот. То есть это вообще интересно. Поэтому то, что удается все-таки потом как бы от этих некрасивых объектов избавляться в городе, это большое достижение. Не успеть работу написать философию гаражей, а потом снести с компенсацией. Вот мы сейчас Ну, краткий нормально. рассказ. Следующая новость. У нас проблемы такие есть в республике, которые трудно решить финансово. Нужно капитальный ремонт делать памятникам воинам Великой Отечественной войны, текущий ремонт местных автодорог и тротуаров, ремонтировать нужно водопровод, приобретать детские уличные игровые комплексы, благоустраивать и расширять кладбище. И вот нашли решение этой проблемы. 14 апреля в Краснослободском районе и в Рузаевском районе прошли местные референдумы по вопросу однократного самообложения. С каждого совершеннолетнего гражданина до конца года за счет как бы от 100 до 350 рублей. Только в одном населенном пункте на референдуме большинство против проголосовало, где 350 рублей хотели взыскать. До этих референдумов, можно сказать, не допустили почти независимых наблюдателей. Только один был допущен, а других представителей, в том числе общероссийской организации «Голос», не допустили. А известно по Татарстану, где проходили такие же референдумы, там, где были наблюдатели, явка была в 2 раза меньше, чем в других участках. Это говорит о том, что, возможно, у нас теоретически тоже могли быть фальсификации в сторону поддержки этого референдума, с моей точки зрения. Так вот, большинство за, кроме одного. В прошлом году в Большеберезняковском районе такое же самообложение поддержали 9 сельских поселений. Дальше, вот в развитии этой темы, в Рамаданском районе один глава сельского поселения говорит: у вас есть фельдшерско-акушерский пункт, нужно отремонтировать. Собирайте деньги за свой счет и ремонтируйте. В другом селе Рамаданского района нужно монтировать пешеходный мост через реку Инсар. Тоже, говорит, собирайте деньги и будете ремонтировать. И в последнее. Вечерний Саранск в мае сообщил, что состоялось родительское собрание в 9-й школе, и там директор просил купить школьную форму первоклассницам в магазине «Класс», а первоклассникам в «Блюде» в новом. Тоже вот получается за свой счет бесплатное образование. Как вот это самофинансирование вы оцениваете? Ну, самофинансирование — это изменение правил игры во время игры. То есть как бы мы начали играть в футбол, и нам сказали, что на самом деле ворота не тут, а там, и на самом деле можно брать мяч в руки и бросать. То есть, потому что до революции было вот так в Саранске. Все, что делалось в городе, делалось на деньги, которые сдавали сами горожане. И ежегодно городская дума, она отчитывалась за каждый рубль. То есть в Саранске не было хороших булыжных мостовых, по-моему, вообще не было. Не из-за того, что жители Саранска были какие-то плохие, потому что денег тогда не хватало, не было технической возможности перевести булыжник. То есть через 5 лет город бы разбогател, они бы собрали деньги и все бы
замостили. То есть в Венеции была возможность, у нас не было. У нас слишком далеко, то есть тогда не было, до строительства железной дороги, нам бы на деревянных телегах пришлось бы везти булыжники и с Урала, то есть больше 1000 километров. А железную дорогу нам построили французы в конце 19 века, да? Да, вот когда появилась железная дорога, появилось больше возможностей уже завозить камень. Но до революции было такое правило. Саранск был настоящим городом, то есть люди за право жить в городе платили. То есть они сдавали налоги, и потом городская управа отчитывалась и выпускала книгу. То есть за каждый год есть книга, где вот там все описывалось. Вот мост построили, где они описали все и так далее. И человек, там какой-нибудь купец, разбирающийся в строительстве, он мог посмотреть, ага, вот здесь слишком дорого, и потом им высказать. Потом правила игры очень резко поменялось. То есть была идея такая, что мы создаем общак, вот, и значит, вот нужно на этот общак работать, и потом из этого общака будем брать. Но никто не знал, есть ли дно этого общака, или, может быть, это такой неисчерпаемый общак. Еще одна из главных сказок русского народа, это вот у Лескова есть такой неразменный рубль. То есть суешь руки в карман, деньги не заканчиваются. И вы смотрите, что вот эта идея социалистическая, в чем была ее притягательность, что это была такая идея неразменного общака. Что как бы мы создадим такой общак, и деньги у нас не будут заканчиваться. Вот. И в 60-м году у нас было найден огромный запас нефти, и социализм проявился в том, что мы явно или тайно продавали нефть на Западе и брали оттуда из общака. И социализм упал только из-за того, что Рональд Рейган решил прекратить это безобразие и, значит, понизил, значит, типа, краник немножко закрыл там это, что, то есть цены они понизили, потому что он приехал к королю Саудовской Аравии и сказал, что вот сейчас тебе тут на танках с той стороны Персидского залива подъедут прямо из Афганистана. И там, значит, король сказал, значит, крантик открыть, они там открыли, значит, и цены на нефть упали. И упал Советский Союз через несколько лет, потому что все завозилось из-за границы. Это бы, я помню эпоху анекдота «Вчера в бане найден обмылок, просьба вернуть вознаграждение». Когда в магазине кончилось мыло. И вот это начало перестройки. Но потом идея общака, она снова возродилась. То есть, что мы от этого, от общака отключили Среднюю Азию и так далее. И до сих пор мы живем как в состоянии вот этого общака. То есть, и мы боимся, что вот, что если мы перейдем, как бы сделать как до революции, что за проживание в городе надо платить, вот, и строго, тогда будет строгая отчетность. Вот. Мы боимся, что мы проснемся на следующий день как в состоянии тяжелого похмелья, а похмелиться будет нечем. То есть мы привыкли, что вот должен где-то общак, и поэтому вот сейчас как бы Саранск он живет в состоянии такого общака, что вот мы платим лояльностью Москве, и за это Москва добавляет нам денег в наш общак. И вот большая часть вот народа, оно хочет, сказать, свой и так дальше. Потому что самое сложное, это вот как раз вот наше сознание, что мы привыкли, что вот что сейчас мы попросим, вот, значит, хотим тут, вот, значит, Диснейленд, и вот там руководство забегает и будет нам устраивать Диснейленд. Потому что здесь, вот, например, на мой взгляд, руководство слишком уж, как бы сказать, много делает вот для города. То есть я побывал во многих городах. Фонтан не включат, рыба дохнет. Дохнет, глотает. Да, Ну да. Вот, позвонить хоть куда-нибудь. да. Вот мы сейчас вот как раз вот это очень хороший пример, что вот как бы. Вот таких бы жителей побольше. Да, что вот что где-то вот есть волшебник, есть такой волшебник на голубом вертолете, значит, вот он должен сейчас вот нам прилететь именно вот на голубом вертолете, мы с ним, и он там откроет крантик, и там, значит, забьет фонтан, и вода насытится кислородом и так Но далее. эта жительница должна сейчас собрать сторонников своих, собрать петицию, как-то самоорганизоваться, а она ищет того, кто должен за нее сейчас решить вот проблему ее эстетического вот такого негодования. Нет, но это важно, чтобы люди как бы собирались. тоже Нет, важно, чтобы люди собирались, обсуждали этот вопрос. Потому что часто люди не понимают, что за все нужно платить, что вот как бы вот нужно знать, сколько стоит километр асфальтовой дороги, нужно знать, сколько стоит там кубометр
тротуары и так далее. То есть квадратный метр тротуара, сколько он стоит. Ну, в России сколько сотни он раз получаем. больше, чем в Европе. Да. В результате получается, Километр асфальта. что у нас какие-то неимоверные расценки, Потому что взятки, налоги, там, но это откаты, все это как бы вот это монополизм. продолжается, что люди считают, что вот что система такого общака, что цены на нефть сейчас высокие, вот она пусть и дальше продолжается, и нам нужно просто крантик открыть немножко пошире, чтобы к нам немножко побольше шло. Это такая система, она как раз существовала. Вот, где-нибудь в Египте там вот эта система там орошения, там вот фараон, который был главный водопроводчик, главный податель воды. Что вот там подойди к фараону, там, значит, сделай ему книгсет, там, скажи о величайший. И тогда он тебя откроет пошире. Это мы как бы... И перед концом первой части, в течение минуты, прокомментируйте, Ирина Владимировна, вот эту. А не по возникает самобла- ли такого референдум. вопроса, что зачем тогда государственная система, значит, не работает, раз мы сами должны собраться, сами должны деньги собрать на то, что, наверное, все-таки налоги наши уходят. Да. Зачем государство? На этот вопрос мы ответим во второй части. Сейчас.